Приветствую тебя и добро пожаловать. Меня зовут Рас, а это Рас. Приветствую всех. Меня зовут Рас Джон. Добро пожаловать в наш проект здесь, на юге Испании. У нас ферма площадью около 1020 гектаров, и мы находимся на южных склонах Сьерра-Невады, которые являются одними из самых больших гор в Испании. Итак, причина, по которой мы сегодня снимаем это видео, причина, по которой я приглашаю вас сюда в это путешествие, заключается в том, что мы хотели бы поделиться наш опыт того, чем мы здесь занимались. Я хотел бы показать тебе, как при наличии необходимых ресурсов можно довольно быстро вырастить лес. А вот здесь у нас за спиной поле, которое представляет собой довольно сухой пустынный ландшафт. Ты видишь, что там почти ничего не растет. Здесь есть немного ритама и несколько травинок, но по сути это все. Итак, мы начали наш первый проект примерно 1,5 года назад, а затем примерно полгода назад начали другой проект, и вот как это выглядело раньше. Так что буквально через минуту мы отправимся в путешествие примерно на 30 метров в ту сторону, чтобы показать тебе, чего мы достигли в этом направлении. Хорошо, вот мы и здесь, всего в 30 метрах от того места, где мы были раньше, на этом очень сухом поле. И вот чего мы достигли всего за 6 месяцев. Так что все, что ты видишь у меня за спиной, было посажено 6 месяцев назад. Как я уже сказал, у нас здесь очень хорошие ресурсы. У нас есть хорошее количество воды, у нас есть хорошее количество навоза в земле, хорошее количество минералов в земле. Это то, что мы называем системой регенеративного агролесомелиорации, сокращенно РЭС. И это в значительной степени вдохновлено тем, что называется синтропическим земледелием. Но мы не называем это синтропическим земледелием, отчасти потому, что оно недостаточно чистое. Мы не хотим расстраивать профессиональных практиков синтропии. По сути, у нас есть ряд деревьев, затем 2 ряда овощей, затем еще 1 ряд деревьев, а затем 2 ряда овощей, еще 1 ряд деревьев, еще 2 ряда овощей. Это как код, который постоянно повторяется. И все линии деревьев высажены по контуру, так что они повторяют топографические линии ландшафта. Но это единственная линия в системе, где растут субтропические деревья. Во всех остальных частях системы деревья растут либо в умеренном, либо в средиземноморском климате, что означает, что они без проблем приспособятся к нашему климату. Даже если наступит холодная зима, они выживут. Так что позволь мне просто пройтись с тобой по этой линии во второй раз и дать тебе представление о некоторых растениях, которые у нас здесь растут. Чтобы дать тебе представление о природе субтропической смеси, которая у нас здесь есть. Вот, например, у нас здесь есть полония, шелковица, банан и красная гуава. Это голубиный горошек, о котором мы поговорим более подробно в следующем видео. У нас есть неспера, еще бананы. Вот немного мускатного шалфея, а вот немного чечевицы, на которую также можно пересадить фисташки. Вот у нас растет дерево личи, один из моих любимых субтропических фруктов. Это амелия для производства биомассы, еще больше шелковицы. Как я уже говорил, у нас есть полония и моринга. Здесь у нас есть еще голубиный горошек и да, все виды тропических растений в этой линейке. Здесь у нас есть еще бананы. А вот, например, цветок, который мы выращивали, чтобы помочь полезным опылителям, бабочкам, пчелам. И мы только начали собирать семена. Теперь перейдем к следующему. И это растение называется мексиканский подсолнечник. И в следующем году мы собираемся посадить его по всей системе, потому что оно нам действительно нравится. Это действительно полезная часть. Вот здесь у нас как раз есть авокадо. Некоторые из этих деревьев выросли сами по себе, и мы рады видеть их здесь как часть системы. А что еще у нас здесь растет? Давай посмотрим. Это белая или желтая гуава, в то время как другая, которую мы видели, была красной или розовой. У нас здесь есть еще один банан, и опять же эти бананы будут расти частично ради плодов, но также мы можем использовать их для накопления биомассы. Мы действительно можем срубить их и скормить системе в виде органического вещества. Так вот, у нас есть сапати. Это тропический фрукт, кажется, из тропических лесов Колумбии. Практически везде, где можно выращивать авокадо, можно выращивать и это. Где-то здесь, на земле, у нас есть маленький мыльный орех, так что мы пытаемся выращивать собственное мыло и моющие средства. Еще один банан, еще одна полония. А вот и карамбола.
Это звездчатый фрукт, тоже довольно субтропический. Я уже 4 или 5 лет успешно выращиваю его на своей ферме. А теперь, когда мы подошли к концу, у нас появилось больше полонии, бананов и даже эвкалипта, о чем я расскажу позже. Раньше я думал, что эти деревья должны быть запрещены законом, но теперь я выращиваю их в изобилии, потому что теперь знаю, как с ними обращаться. И это одна из самых важных вещей в них. Вот здесь у нас растет дерево макадамия, один из моих любимых орехов, и еще одно дерево моринго, еще одно большое и высокое дерево моринго в конце этого участка. А еще у нас есть маленькое рожковое дерево. Так что да, в этой линейке действительно интересное сочетание разных вещей. Вот мы и подошли к другому участку продовольственного леса, который мы начали, а этот участок был запущен около 1,5 лет назад. И как вы можете видеть, мы уже почти достигли того, что можно назвать молодым лесом. В человеческом обществе, в современном сельском хозяйстве и при восстановлении экосистем мы часто слишком сильно разделяем вещи. И у меня такое чувство, что, знаешь, все наши продукты питания производятся там, на коммерческих фермах, и мы занимаемся восстановлением лесов в определенных местах. Но цель этого вида агролесоводства – объединить эти две вещи вместе. Так что, по сути, мы хотим добиться восстановления экосистемы за счет производства продуктов питания. Или мы могли бы даже перевернуть все с ног на голову и сказать, что мы хотим производить продукты питания за счет восстановления экосистемы. Так что, по сути, каждый раз, когда мы выращиваем деревья, мы выращиваем продукты для себя, мы будем выращивать продукты для себя. И каждый раз, когда мы выращиваем продукты, мы выращиваем деревья для будущего. Таким образом, объединяя эти две идеи лесовосстановления и производства продуктов питания, мы по сути гарантируем, что будущее возможно. Потому что как люди мы можем быть довольно поверхностными, у нас может быть довольно повседневный менталитет. Мы собираемся позаботиться о том, чтобы в конце каждого дня у нас было достаточно еды для всех нас. Или, по крайней мере, мы можем попытаться. Но мы часто не заботимся о том, чтобы было посажено достаточно деревьев для будущего или грядущих поколений. От этого выиграют не только люди, но и все животные и другие существа. Итак, еще раз повторю, теперь, когда мы действительно находимся внутри системы, вы можете начать видеть, что у нас есть эти линии деревьев, которые посажены по контуру. И эти линии составляют примерно 5 метров друг от друга, что-то в этом роде. А еще между двумя рядами деревьев у нас есть 2 ряда овощей. И как ты можешь видеть, ты, вероятно, видишь, что у нас есть немного этой высокой травы с обеих сторон, и это в основном та трава, которая растет у нас на самих дорожках. Так что вместо того, чтобы просто пустовать и не производить ничего полезного, потому что у нас на этом участке достаточно воды, мы можем позволить себе выращивать такие растения, как сорго. Вот что это такое. Мы также выращиваем такие растения, как люцерна. Зимой мы будем выращивать пшеницу, ячмень и рожь. Но ничего из этого мы не выращиваем ради зерна или семечек. Мы в буквальном смысле просто используем это для получения биомассы, органического вещества. Поэтому мы постоянно измельчаем и выбрасываем это органическое вещество и скармливаем его овощам или деревьям. Вот что мы рассмотрим далее. Идея этого вида сельского хозяйства заключается не в выращивании растений, а в том, чтобы на самом деле выращивать почву. И в почве мы будем выращивать растения для себя. Хорошо, вот мы и на другой линии, между двумя другими деревьями. А еще у нас здесь растут артишоки. Вот здесь есть немного фенхеля, а вот здесь у нас растет немного бамии. Вот тут есть один маленький кусочек, который уже почти готов. Не стоит допускать, чтобы бамия стала слишком крупной, потому что тогда она становится слишком волокнистой. Так что, как я уже сказал, мы хотим, чтобы земля была покрыта как можно больше и чтобы она была плодородной. Итак, вот у нас есть люцерна, которую многие из вас, возможно, знают. Это одна из самых маленьких проростков, которые можно купить в магазине здорового питания. Именно так многие люди часто знакомятся с люцерной, но ее часто выращивают как источник корма для животных.
Но самое важное в этом растении то, что оно является азотфиксатором, и еще раз повторю, мы расскажем об этом более подробно в следующем видео. Но по сути все растения здесь нуждаются в азоте, чтобы быть зелеными и поддерживать процессы, происходящие внутри растения. И это забавно, потому что здесь, в воздухе надо мной, в атмосфере, большинство газов, которыми мы дышим, это азот. Я думаю, что это 76% или что-то в этом роде. В то время как здесь, в Земле, азота почти нет, а растениям он действительно нужен. Так что один из единственных способов вернуть азот с неба обратно в Землю – это использовать такие растения, как это. Таким образом, растения, подобные этому, будут поглощать этот азот с неба и с помощью микроорганизма, похожего на гриб, который живет на корнях и называется ризобий. Это помогает удерживать азот в почве, чтобы растения, подобные этому, могли его использовать. А затем эти растения также будут делиться им с другими растениями, которые сами не могут удерживать этот азот. Так что эти азотфиксирующие растения действительно важная часть экосистемы. Но, как я уже сказал, как только они вырастут, мы их порежем, выбросим и скормим овощам. Так что, по сути, в рамках этой системы вначале мы вносим немного навоза на эти грядки, чтобы убедиться, что у нас хороший старт. Но идея заключается в том, что с этого момента мы хотим выращивать овощи, подкармливая их только травой, люцерной и другими однолетними растениями. Или многолетние растения. Так вот, если добавить это в качестве мульчи, то со временем оно превратится в компост, который в конечном итоге будет питать эти растения. Идея в том, что мы не хотим вносить какие-либо изменения в систему. Мы хотим быть в состоянии обеспечить растения всем необходимым из самой системы. Да? Так что в конечном итоге мы получаем только продукты питания. Нам не нужны затраты на плодовитость. Вот один из примеров того, как мы засеяли этот участок люцерны, который является многолетним растением и будет расти там долгие годы. А вот здесь позади меня у нас есть еще один пример сорга. И это было посажено около 3 месяцев назад, так что это примерно 3 месяца роста. Вы можете видеть, что оно растет очень быстро, и я действительно позволил ему вырасти слишком сильно. Теперь вы можете видеть, что на верхушках растений сейчас появятся семена. Самое лучшее для любого из этих измельчителей или накопителей биомассы, как их еще называют, это отрубить им головки до того, как они зацветут по множеству разных причин. И я расскажу об этом позже. Будущее. Хорошо, так что в будущем я бы очень хотел помочь тебе разобраться в очень специфическом сочетании деревьев, которые у нас здесь растут. Здесь присутствует очень специфический микс и сочетание разнообразия, чтобы гарантировать, что в целом у нас очень высокий уровень сотрудничества, а не конкуренции. Знаешь, особенно когда мы видим лес, в котором растет только одно дерево в монокультуре, по сути все эти деревья конкурируют друг с другом. В таком лесу не так уж много сотрудничества. Так что в этой системе, когда люди видят, как много деревьев посажено так близко друг к другу, они часто думают, что эти деревья стоят слишком близко друг к другу. И, конечно же, это не сработает. Но на самом деле то, что мы пытаемся здесь сделать, это максимально точно имитировать естественную лесную систему. Так много деревьев здесь на самом деле здесь для того, чтобы кормить другие деревья, в том смысле, что точно так же, как с травой, которой мы кормили овощи. Некоторые из этих веток мы будем рубить и снова скармливать земле, в первую очередь для использования в качестве мульчи, а затем для переработки в компост, чтобы подкормить другие деревья, из которых мы действительно хотим производить пищу, которые мы действительно хотим выращивать. Вот, к примеру, это ложное перечное дерево, и это одно из деревьев, которые мы используем для накопления биомассы, или для рубки и высадки деревьев, как это называется в пермакультуре. В пермакультуре их часто называют пионерскими деревьями, потому что они растут очень быстро. Они действительно помогают создать тень в первые пару лет, в то время как некоторые другие медленно растущие деревья, возможно, не смогут этого сделать. А некоторые из медленно растущих деревьев оценят поддержку, которую оказывают эти деревья. Давайте им, пока они только начинают осваиваться. Так что, по сути, у нас есть овощи, выращиваемые на траве, и деревья, выращиваемые на деревьях.
Итак, еще раз повторю, что в самом начале мы внесли определенное количество навоза в эти ряды деревьев. Но с этого момента мы стараемся обеспечить выживание деревьев только за счет других веток, которыми питаются плодоносящие деревья. Таким образом, мы создаем не только биомассу, мульчу, компост и в конечном итоге хорошую почву, но и верхний слой почвы, толщина которого постоянно увеличивается. Мы также начинаем влиять на то, как деревья взаимодействуют друг с другом. И один из способов, которым это дерево будет взаимодействовать с деревом по соседству, заключается в том, что как только я обрублю несколько веток, это дерево поймет, что у него было что-то вроде стрижка. Это когда волосы немного подрезаны, и это приведет к выделению гормонов через корни. Я думаю, что один из этих гормонов называется гиберилловая кислота, и дерево, растущее по соседству, прислушается к этому химическому сигналу и будет расти еще больше благодаря тому сообщению, которое оно получило от соседнего дерева. Это почти как если бы дерево по соседству сказало, что мне отрубили голову, так что я не могу пользоваться водой и питательными веществами, которые есть в наличии. Почему бы тебе не воспользоваться этим, мой ближайший сосед? Потому что тебе еще не отрубили голову. Так что, по сути, мы не только создаем мульчу и верхний слой почвы, но и посылаем химический сигнал другим деревьям, чтобы они росли еще больше. И мы действительно видим, что когда мы обрезаем систему, деревья, которые мы не обрезаем, внезапно начинают расти. Хорошо, вот здесь у нас есть лесополоса, очень густо засаженная множеством разных деревьев. По сути, у нас есть 5 или 6 классификаций деревьев. И мы подбираем правильное сочетание этих деревьев, чтобы убедиться, что они находятся в состоянии сотрудничества, а не конкуренции. Но очевидно, что есть определенная роль руководства, которую мы должны выполнять, чтобы убедиться, что они продолжают сотрудничать. Так что нам нужно провести определенное наблюдение, чтобы убедиться, что все в порядке, заботятся ли они друг о друге, или есть некоторая конкуренция, что происходит. Так что, когда мы управляем такой системой, как эта, мы действительно справляемся со сложностями. Так вот, этот парень настоящий холиоак по-английски. Это вечно зеленый дуб. Так что через несколько лет здесь начнут расти желуди. И это то, что мы будем называть кульминационным видом, потому что, по сути, это дерево, которое, возможно, проживет дольше всех деревьев в этой системе. Это существо может прожить от 500 до более 1000 лет. Так что, по сути, некоторые из этих деревьев могут прожить всего 20 лет, в то время как другие деревья могут прожить 50 или 100 лет. Но дело в том, что если бы это дерево росло само по себе посреди поля, оно действительно не было бы очень счастливым. И поскольку вокруг него есть все эти другие деревья, которые являются его друзьями и почти родителями, которые защищают его и дают ему тень. Очевидно, что мы производим огромное количество биомассы из этих других деревьев, которая затем пойдет на питание этого дерева. Так что, по сути, мы используем, а иногда и не местные инвазивные виды, чтобы вернуть местные медленно растущие виды. Так что это настоящий парадокс. Я повторю это еще раз. Иногда мы используем не местные инвазивные виды, хорошо управляя ими, чтобы вернуть местные медленно растущие виды. Так вот, это дерево или одно из деревьев, которые раньше покрывали всю Испанию. Раньше вся Испания была покрыта лесом, точно так же, как у нас в Англии, откуда я родом, растут дубы. В обеих странах говорят, что раньше белка могла перепрыгивать с дерева на дерево, с вершины страны на ее дно, даже не касаясь земли. Но сейчас совершенно очевидно, что Испания и Англия — это совершенно разные места, очень пустынные, открытые. Хорошо, я бы с удовольствием показал тебе вот это дерево. Оно называется альбития, и у нас также посажено много таких деревьев в рамках агролесомелиоративной системы. Мы используем их для измельчения и высадки как аккумуляторы биомассы. Я почти уверен, что они также фиксируют азот. Я думаю, что они относятся к семейству бобовых. Причина, по которой я показываю тебе это дерево, заключается в том, что мы посадили его в то же время, когда посадили все остальные деревья 1,5 года назад. Так что в некотором смысле это наш честный тест, потому что часто, когда я привожу сюда фермеров из местных районов, чтобы они увидели наш проект, и они видят, как близко посажены наши деревья, и у них буквально взрывается голова. Они говорят: нет, это невозможно. Твои деревья не будут расти, они не будут счастливы. У тебя будет слишком много конкурентов. Да?
Так вот, это одна из причин, почему мы посадили некоторые из этих деревьев здесь отдельно друг от друга. Вот дерево, которое выросло само по себе. Вокруг него выделено много места, чтобы убедиться, что ему предоставлено именно то пространство, в котором, по мнению людей, оно нуждается. Но за 1,5 года оно почти не выросло. И мы старались давать ему одинаковое количество воды, мы старались вносить одинаковое количество навоза для начала, чтобы провести максимально честный тест. Но я показываю тебе это в основном для того, чтобы сказать, что если деревья растут вместе в правильном сочетании, в правильной семье, в правильном сообществе, то между ними начинают формироваться отношения, и они начинают создавать то, что мы можем назвать макросуществом. Они начинают работать сообща как лес. Да. Так вот, некоторые из этих деревьев, которые мы выращивали в системе агролесомелиорации, за первый год выросли почти до 3-4 метров. И за последние 1,5 года мы столько раз их подрезали. Так что совершенно очевидно, что посадка деревьев в правильном сочетании помогает им расти намного быстрее, они становятся намного счастливее и получают необходимую поддержку. Так что спасибо тебе за то, что ты сегодня отправился со мной на экскурсию по саду. Я бы очень хотел продолжать публиковать информацию о том, как развивается этот проект, чему мы научились, какие ошибки совершили. Я бы очень хотел поделиться с вами, ребята, всеми различными способами функционирования этой системы и тем, как вы могли бы сделать это самостоятельно дома, несмотря ни на что страна, в которой ты живешь. Тебе просто нужно правильно выбрать растения для своего участка. Так что, пожалуйста, возвращайся. Это будет настоящее приключение, это будет настоящее путешествие. Я бы хотел, чтобы вы, ребята, стали его частью. Мы будем создавать много контента, много видеороликов и вернемся за новыми. Еще раз спасибо. Я тебя очень люблю. Видео переведено и озвучено при поддержке сайта Лесосад. goLesosad.com – семена и саженцы редких и ценных растений. Спасибо за просмотр.